Салам алейкум, хурматли милләттәштәр, хаумага достар, здравствуйте, уважаемые подписчики моего канала. Пропагандист Соловьев в очередной раз начал угрожать странам Центральной Азии проведением СВО. Давайте послушаем. Проблемы в нашей Азии, Средней Азии, Центральной Азии, как ее называют, вот это для нас может быть гигантской проблемой. И мы должны очень четко сформулировать наши цели и задачи. И мы должны объяснить. Игры кончились. Плевать на международные права, международный порядок. Если нам для нашей национальной безопасности необходимо было начать СВО на территории Украины, почему, исходя из тех же самых соображений, мы не можем начинать СВО и в других точках нашей зоны влияния? Итак, здесь он говорит о том, что проблемы Центральной Азии могут стать большой проблемой для России. О каких проблемах говорит Соловьев? Ну, давайте подумаем, какие проблемы могут быть у Центральной Азии в сегодняшний момент? У них нет никаких проблем, у них все отлично, они успешно развиваются. По данным МВФ, за 2025 год рост экономики Кыргызстана составил 8%. Рост экономики Таджикистана составил 7,8%. Рост экономики Узбекистана составил 6,8%. Рост экономики Казахстана составил 5,9%. Сколько составил рост экономики России? 0,6%. Это нету никакого роста, это стагнация. Тот маленький рост на 0,6% это рост ВПК, военного производства. То есть выпуск каких-то боеприпасов, танков, какого-то военного обмундирования, который тут же сгорает в войне. Танк подбили, боеприпасы выпустили в воздух, обмундирование сгорело. Все. Какая польза для России, для экономики России, вообще для населения? Его нету. Россия ничего не производит. Это сырьевой придаток, который сегодня вынужден продавать свою нефть с большим дисконтом. И то вот в ближайшее время, наверное, на нее уже США наложат санкции на те страны, которые покупают эту нефть с большим дисконтом. Поэтому все пути вообще каких-либо доходов для России перекрываются. О какой проблеме тогда говорит Соловьев? А проблема заключается в том, что страны Центральной Азии успешно отрываются от России. Они растут во всем. В демографическом плане, в экономическом плане. У них растет бизнес, у них развивается инфраструктура, у них налаживаются международные связи. Они уже оторвались практически от России. Они заключили большие успешные торговые договора с США на миллиарды долларов, с Японией на миллиарды долларов, с Евросоюзом. Они успешно торгуют с Китаем, они успешно торгуют с Турцией, да и вообще со всем миром. Конечно, зачем им нужна Россия, которая погрязла в войне, еще и угрожает всем подряд, у которой катастрофическая убыль населения? Что может им предложить Россия? Только войну и нищету. Да, еще пока какая-то зависимость остается от России для стран Центральной Азии. Но постепенно они от нее отрываются. И именно это не нравится России, не нравится пропагандистам. Конечно же, российские власти через уста пропагандистов пытаются донести это до руководителей стран Центральной Азии. Мол, не отрывайтесь от нас, не уходите в большой мир, оставайтесь с нами, иначе мы проведем в отношении вас такое же СВО, какое сейчас мы проводим в отношении Украины. Им нужно, чтобы эти страны были под Россией. Им нужно, чтобы, как было раньше, чтобы Россия диктовала свою волю всем близлежащим народам и государствам. Нет, Россия на сегодняшний момент это fail state, государство-банкрот, которое упустило все возможное, что можно было раньше, что у нее было раньше. Она упустила весь Южный Кавказ. Сегодня Армения и Азербайджан успешно заключили между собой мирное соглашение, начали торговать. Азербайджан начал поставлять нефтепродукты в Армению и так далее. Все у них нормально, когда нету рядом России, которая постоянно их стравливала десятилетиями. Без России они тут же смогли договориться. Соответственно, зачем Армении и Азербайджану теперь Россия? У них все нормально.
То же самое, Россия потеряла свое влияние в Сирии. Все. Сирия теперь это свободное, развивающееся государство, с которой снимают санкции. Да, у нее еще есть, там остались какие-то проблемы, но они решаемые. Без России у нее есть будущее. Россия потеряла свое влияние в Венесуэле, куда вложила тоже миллиарды долларов. Все, Россия постепенно везде теряет свое влияние, и поэтому она становится государством, которое не нужно никому. Кому нужно государство, которое воюет, которое нападает на своих соседей, еще и угрожает другим? Конечно, как я сказал, у сегодняшних стран Центральной Азии еще есть какая-то зависимость от России, но она постепенно сходит на нет и будет сходить все больше и больше. Население этих стран будет расти все больше и больше, и уже в ближайшие до 2050 года, как говорят демографы, они обгонят по населению Россию. В России идет катастрофический убыток населения. Война, люди бегут с России. Женщины не хотят рожать. В Центральной Азии все наоборот. Все наоборот, и там у них все хорошо. Поэтому нет никаких проблем у Центральной Азии. Сегодняшние проблемы для Центральной Азии, для стран Центральной Азии, это Россия. Которая сумасшедшая, которая непредсказуемая. Она похожа на того пьяного соседа по комнате, который, напившись, начинает буянить, ходить с топором, размахивать и так далее. Конечно, такой сосед никому не нужен. И мы, национальные республики сегодняшней Российской Федерации, видим, насколько опасен этот сосед, насколько в нем много жестокости, шовинизма, фашизма сегодня развилось по отношению к нам, к нерусским. Все эти неонацистские организации, которые сегодня ходят по улицам, поджигают мечети, избивают граждан других государств, нападают на всех нерусских. Мы все это видим, мы все это понимаем. В то же время мы видим, как страны Центральной Азии успешно развиваются. Они заседают в ООН, они там голосуют. Их сборные участвуют на чемпионатах мира по футболу. Узбекистан вышел на чемпионат мира по футболу. Они участвуют в олимпиадах, занимают там призовые места. Все отлично. Это нормальная независимая страна. Что Казахстан, что Узбекистан, что Кыргызстан, что Таджикистан, что Туркменистан даже Туркменистан. Но только не Россия. И поэтому мы хотим так же. И мы обязательно используем возможность, как только у нас появится, и когда Россия рухнет под тяжестью своих проблем, а проблемы у нее огромные, и они только нарастают, мы обязательно объявим о своей независимости и будем стремиться воссоединиться с другими странами свободного мира. В первую очередь со странами Центральной Азии, с нашими тюркскими братьями. На этом все. Держим, как говорится, кулаки за то, чтобы страны Центральной Азии богатели, становились сильнее, их армии становились сильнее. Потому что чем сильнее наши тюркские братья, тем лучше для нас, для тюрок, которые сегодня находятся в колониальном положении в России. Я уверен, что рано или поздно по своей мощи Туран обгонит, конечно же, Россию. И тогда они уже будут диктовать России. И, конечно же, они встанут на нашу сторону. Хау болады.